Вы смотрите «Вести Чувашия». Продолжаем выпуск. Прикоснуться к красотам и благодати Святой горы Афон предлагают в Чувашском государственном художественном музее. Здесь открылась фотовыставка, представленная паломниками из Чувашии. Андрей Воронов – профессиональный фотограф. Персональная выставка у него впервые. И сразу же такая непростая. Приглашение поехать на Афон стало особым этапом жизни. За 8 дней на Святой горе было снято 3500 фотографий. Потом тщательно выбирали главное. Мы практически год жили с этой идеей, вынашивали ее. И сегодня возможность показать всем жителям нашего города все красоты афонских монастырей, пейзажи, ну и частично быт афонских монахов. На Афоне есть место, которое напрямую связано с Чувашией. Это келья святого Модеста, настоятелем которой является чебоксарец и иеромонах Авраам Орлов. В ней и остановились паломники. Отсюда поднимались на самую вершину Святой горы. Там сделаны редчайшие снимки, отражающие все величие Афона. А для тех, кто поднимался к главному кресту вместе с Андреем Вороновым, это восхождение стало необыкновенным потрясением и лестницей духовного роста. Преодолев именно эти искушения и тяжести подъема на гору Афонскую, как раз наверное, символизирует нашу жизнь православных христиан, которую без труда невозможно спастись, без труда, без молитвы и без благословения, и без смирения. За то время, пока мы поднимались, как раз наверное, произошло и осмысление того пути, который мы совершали. Вернисаж в художественном музее начали с афонских песнопений. Организовать выставку помог Госсовет Чувашии. Его председатель Валерий Филимонов сам неоднократно посещал Святую гору и, признается, вынес оттуда бесценный духовный опыт. Афон – не место туризма и экскурсий. Попасть сюда может не каждый. Женщины видят Монашескую республику только с теплохода, проплывающего вокруг Святой горы. Туда пускают не только женщин, но и мужчин. Для того, чтобы попасть мужчинам, нужно получить особое благословение от нашего духовенства и иметь чистые помыслы. Заглянуть туда, где все дышит молитвой и святостью, можно через объектив фотокамеры, которую держит в руках человек неравнодушный. И встреча с Афоном обязательно произойдет. Мы же частично прикасаемся к этой святыне. Мы, может быть, и не тем духом дышим, но все равно мы тоже стараемся быть причастниками этой святыни и пережить эту радость. Радость Богообщения, радость вечной жизни, радость молитвы. Все, кто на Афоне не был и кто никогда туда не попадет, получат на выставке свою долю благодати, уверены организаторы и священнослужители. Зинаида Паршагина, Никита Углев, Вести Чувашия.